день у нас получился. Как выстроить понятную и эффективную систему взаимодействия власти и бизнеса в работе по улучшению бизнес-климата в Якутии? Какие задачи стоят по улучшению инвестиционного климата в Якутии, расскажет нам сегодня наш утренний гость. Это Тимур Юрьевич Ханды, заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, Тимур Юрьевич, скажите, пожалуйста, что делается для улучшения бизнес-климата Якутии? Ну, совсем недавно прозвучало инвестиционное послание главы Республики Саха-Якутия. Это один из стратегических документов, который определяет работу правительства на ближайшие годы, до 2024 года. Ну, на моей памяти это первое инвестиционное послание, которое очень конкретное, очень измеримое. А там затронуты в основном аспекты инвестиционной деятельности, ну и, конечно же, формирование бизнес-климата. Одной из задач стоит попасть в топ-20 национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Это очень большая задача, очень сложная. И сейчас скажу то, что органы власти сейчас конкретно перезагрузили свою работу в сторону бизнеса. Сейчас бизнес стоит в приоритете. То есть основные предпринимательские сообщества, такие как Деловая Россия, Опора России, Торгово-промышленная палата, они максимальным образом вовлечены в работу, в повестку государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства. А что такое национальный рейтинг? Национальный рейтинг – это инструмент, это формализованная форма, которая показывает, в принципе, на какие моменты нужно обратить внимание. Она состоит из 44 показателей, по которым есть определенная методика расчета. Вот, и благодаря вот этой форме, это единственная форма на сегодняшний день, она показывает органам власти, что нужно делать и как нужно взаимодействовать с бизнесом, коммуницировать. Самое главное – это обратная связь. Потому что если нет обратной связи, предприниматель думает, что он один. На самом деле это не так. Сейчас приоритет у нас номер один – это бизнес, потому что все, что нас окружает, наша одежда, что мы кушаем, на чем мы ездим, телефоны – это все бизнес. И самое главное – создавать максимально комфортные условия. Даже сегодня я могу сказать, что и на улице тепло, ну и в бизнесе тоже становится теплее. Отлично. Расскажите нам подробнее о проекте «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». Да, это форум, который проводит агентство стратегических инициатив. Ну, он, в принципе, и есть разработчик национального рейтинга. Они проводят это ежегодно в формате подведения итогов и задают темп работы всех регионов России. Ну, в следующем году, в 2019, основной упор будет делаться на контрольную надзорную деятельность. Снижение административных барьеров, снижение проверок, информация о том, какие требования законные должны быть. С 2012 года вообще агентство стратегических инициатив запустило комплексный проект по улучшению бизнес-климата. И с 2012 года Российская Федерация со 131 места спустилась, то есть поднялась на 80 с лишним позиций. Если мы раньше стояли с Коста-Верде, с такими странами, то сейчас мы стоим с Францией, с Испанией вот наравне. Это 31 место. Да. Странами. Но на этом работа не заканчивается. То есть если мы улучшили какие-то основные позиции, как и должно быть, то наша задача делать максимально комфортные условия, чтобы и инвестиции в республику приходили, и чтобы нашим предпринимателям было удобно, и чтобы наши предприниматели не уезжали в другие регионы. Потому что все-таки Республика Саха-Якутия – это богатый регион, и нам очень важно, чтобы наши предприниматели максимально комфортно себя чувствовали у нас в Якутии. Давайте вернемся вот к национальному рейтингу, да, и это цель. А вот задачи – это, получается, целевые модели, правильно я понимаю? Да, целевые модели, называют их называют дорожные карты, 12 штук, их называют национальная предпринимательская инициатива. Это действительно это объективные показатели, к которым должна республика стремиться. Ну, к примеру, одна из целевых моделей – это обратная связь, прямой канал, это и иметь инвестиционный совет, это и координационный совет по предпринимательству. Все, что связано с обратной связью, там написано, в какой срок должен происходить, сколько раз в месяц должен заседать, где должны протоколы. То есть там очень конкретно написано, что должно быть.
Это придумано и мультиплицировано одним из регионов, и он получается как лучшая практика. То есть Российская Федерация отбирает лучшие практики, там, где реально хороший инвестиционный бизнес-климат, и они берут это, как упаковывают в проект и начинают полностью по всей России его мультиплицировать. Это очень хорошая практика. Спасибо большое, Тимур Юрьевич, что сегодня пришли к нам, пообщались на такую важную тему.